Ребята, я прям не знаю, что делать с этими людьми. У меня слезы наворачиваются на глазах. Вот только что подошли, дали мне 10 рублей. У меня прям сердце разрывается. Ну, невозможно жить в этой стране от благодарности. Я просто разорвусь на много маленьких пашек. Спасибо вам. Спасибо, Душанбе. Сейчас стою на улице, жду друга, чтобы отвез меня на новое место. Подошла женщина, говорит: ты постой еще немножко, сейчас невестка плов сделает, и я тебе принесу, покормлю тебя. Ну вот, глядя на мое лицо, я никогда бы не подумал, что я выгляжу немножко даже голодным. По-моему, я сам должен всех кормить. Что скажете, ребята? Ну что, ребята, мир не без добрых людей. Меня приняли в горосполкоме. Адрес Рудаки 40. Всем советую сюда обращаться. Гораздо лучше, чем в нашем русском посольстве. Я думаю, что я стану таджиком и приму таджикское гражданство. Потому что российское посольство не готово помогать своим людям. А вот таджикский горосполком готов помочь. Гордитесь, братья! Ребята, попал в классную гостиницу. Вообще прям очень нравится. Посмотрите. Вот такой ресепшн. Весь в мраморе. Вообще приятные люди такие. Посмотрите, какой современный интерьер. Шикарная мебель. Очень красивое освещение. Еще бассейн есть. Ребята, вот такой классный ресторан привели. Вау. Я говорю, Душанбе — это второй Дубай. Давайте вот второй. Сейчас посмотрим меню. Сегодня мы посетили Кохи Навруз в городе Душанбе. Это действительно очень уникальное здание. Каждый зал здесь выглядит просто помпезно и очень необычно. Сюда часто приглашают глав других стран. Именно здесь проводят встречи с президентом Таджикистана. Каждый зал здесь уникальный и сделан по-своему. Это видно просто в каждом элементе. Видно, что это просто ручная работа, нереально дорогой проект. Все сделано действительно очень круто. Такого я пока что вообще строения и такого, скажем, масштаба не видел нигде. Все в мраморе, и именно этот мрамор как раз-таки из Таджикистана, как нам рассказали. Из кедрового дерева сделан зал. Просто, блин, это действительно выглядит очень круто, поэтому советую вам сходить, посмотреть именно эту прекрасную архитектуру. Ребята, я прям не знаю, что делать с этими людьми. У меня слезы наворачиваются на глазах. Вот только что подошли, дали мне 10 рублей. У меня прям сердце разрывается. Ну, невозможно жить в этой стране от благодарности. Я просто разорвусь на много маленьких пашек. Спасибо вам. Спасибо, Душанбе. Я всем сердцем люблю Таджикистан. Спасибо всем. Как бы, понимаете, таджикский народ — это великий народ. Мало кто знает его историю как следует, да? Все думают, вот гостарбайтер здесь работает. Вы сейчас удивитесь, но таджикский народ — это имперская нация. Да-да, я не оговорился. У него величайшая история.
В свое время при династии Гуридов, так называемой, в состав государства Гуридов, таджикская династия, таджикское государство, входило, внимание, большая часть Средней Азии, Узбекистан, Таджикистан, и не только, да, Южный даже Казахстан одно время, да, весь Афганистан, Северная Индия, нынешний Пакистан, и часть Ирана. Это было их государство, как и государство газневидов. Это было таджикское государство, огромное, большое, мощное.